Почти 20 лет назад он перебрался из российской столицы в подмосковный поселок Кино-1. Его соседи, можно сказать, живые классики: режиссер Александр Прошкин «Холодное лето 53-го» и Вадим Абрашитов «Плюмбум» или «Опасная игра». Да и сам он драматург Александр Бородянский. Уроженец Заполярья уехал из Воркуты еще в 73-м, но до сих пор не чувствует себя москвичом. Север остается его любовью, а Воркута – самым человечным городом на земле. Елена Красильникова о нашем земляке, который прославляет республику. Мы находимся рядом с поселком Кино-1 Истринского района Московской области. И да, вы не ошиблись, Кино-1 – это то место, где живут киношники, режиссеры, драматурги, артисты. Именно сюда нас пригласил наш земляк, воркутинец Александр Бородянский, автор сценариев к таким кинохитам, как «Афоня», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер». Ну что ж, пойдемте к нему в гости. Пока мы идем к дому, есть время на небольшое предисловие. Александр Бородянский – один из первых детей, рожденных в Воркуте, когда она получила статус города. Сейчас кинодраматургу 77 лет. Из Заполярья в Москву выпускник ВГИКа уехал в 29. Уже был написан сценарий про сантехника Борщева, и легендарный режиссер Георгий Данелия, прочитав его, решил ставить Афоню. Так Александр Бородянский попал на Мосфильм. 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Александр Мануилович, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Привет здрасте. от Воркуты, от Коми. Спасибо. Мы с вами где расположимся? Проходите. Мы здесь будем здесь, писать, да? Потому что мы в доме сейчас из-за этого коронавируса стараемся, чтобы дом, ну, извините. Ну, давайте я вот на синенький плед, а вы на зеленый. Давай. У вас так солнечно. Да, У вас тоже вы... солнечная зима в этом году, Нет, да? она не солнечная. Этот дом Александр Бородянский спроектировал сам. По первой профессии он строитель. Сруб привез из Обьячева Прилузского района. Оттуда родители жены Татьяны. На террасе мы говорили о Воркуте и, конечно, о том, кто же был прототипом Афони. Воркутинцы убеждены, что это мастер по ремонту телевизоров Фима Борщев, который сейчас живет в Америке. Борщев! Аюшки! Совесть у тебя есть? Совесть у меня с прицепом, а времени нет. Какой он герой. Он никакого к фильму не имел отношения напрочь. А мой знакомый, это воркутинец, говорит: как это не? Вся Воркута знает, что это про Фиму кино. Он был действительно Фима. Я с ним знаком был близко. Он был телевизионный мастер. Мол, ты заменил телевизионного мастера на сантехника. Какую-то фамилию дать, я и дал первую попавшуюся. Я чуть-чуть покрутил, она как хлынет. Покрутил. Ключ, да быстрее же! Ну, ключ ему дайте. Навязали вас на мою шею. Ах ты, Господи. Ты где работаешь-то, Архимед? Да в планетарии. Планетарии. А если бы я у тебя там микроскоп стал крутить, что было бы? Катастрофа. То-то же. В Москву мы привезли мороз, и Александр Бородянский перед нашим интервью надел валенки, в которых обычно чистит снег. А вот от рукавиц отказался. Вот я смотрю, что вы час уже без рукавиц сидите, ничего. А я в Воркуте без рукавиц ходил. Я абсолютно себя чувствую северным человеком. Я не стал москвичом. Интервью с Александром Бородянским смотрите 22 марта в 20:15 в программе «Детали откровенные». Елена Красильникова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Московская область.